Главные события уходящего четверга, 7 августа, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа. Расскажем, что известно к этому часу. Современная инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники и спортивные залы. Таким будет новый микрорайон спортивный, который возводится в Якутске. Новый сезон травматичности. За лето более 130 якутян обратились в травмпункт после неудачной езды на самокате. Узнаем, как избежать аварийности при передвижении. Ловкость, командный дух и навыки выживания. В детском лагере «Арктика и космос» завершилась спортивно-патриотическая смена «Звезда». Что называется, из Италии с любовью. Путешественник-энтузиаст Пьер Паоло в одиночку исследует красоты земли Улан-Удэ. Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ориентир для встречи – следующая неделя, сообщил он, 7 августа. Точных дат он не назвал, сколько дней займет подготовка, сказать пока трудно, отметил помощник главы государства. Место встречи Путина и Трампа уже согласовано, но Кремль проинформирует о нем позже, сказал Ушаков. Напомню, тема трехсторонней встречи с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского была упомянута спецпредставителем США Стивом Уиткофом на минувших переговорах в Кремле 6 августа, но этот вариант конкретно не обсуждался. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса. И вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы. Чрезмерные колебания курса рубля представляют собой стратегическую опасность для достижения поставленных национальных целей, заявили в Министерстве экономического развития страны. Умеренным риском для российской экономики в настоящее время является курс американской валюты ниже 85 рублей и выше 100 рублей. Колебания курса могут негативно сказаться на достижении таких приоритетных целей, как улучшение демографической ситуации, укрепление здоровья нации, повышение уровня жизни и поддержки семей. Также под угрозой оказывается реализация потенциала граждан обеспечения стабильного экономического роста и достижения технологического лидерства. К другим темам. Якутский домостроительный комбинат после модернизации вышел на новый уровень производительности, выпуская до 60 кубометров стеновых панелей и плит за смену. Благодаря этому уже изготовлено 60% материалов для первого дома в микрорайоне «Звездный», куда панели планируют отправить в августе. В течение года ДСК планирует произвести элементы для 6 домов. Первый панельный дом в микрорайоне «Звездный» будет построен из железно-бетонных изделий общим объемом 2381 кубометр. Передача завода в республиканскую собственность по инициативе главы Якутии Айсена Николаева позволила предприятию достичь мощности до 35 тысяч квадратных метров жилья в год. И в продолжении темы современная инженерная и транспортная инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники и спортивные залы. Таким будет новый микрорайон «Спортивный», который возводится в столице на месте 2 и 17 кварталов. Это более 300 тысяч квадратных метров жилья. С ходом строительных работ сегодня знакомился председатель правительства республики Кирилл Бычков. Подробности в сюжете Камилы Михайловой. В рамках реализации программы комплексного развития территорий в этом микрорайоне появится 50 многоквартирных жилых домов высотой от 6 до 12 этажей. Помимо этого будут возведены детский сад, 2 школы и многофункциональный спортивный зал. До начала крупных строек продолжается работа по расселению ветхого жилья. Здесь механизм предусматривает, на выбор, да, это предоставление взамен изымаемого жилого помещения в новых домах. В частности, здесь предлагается уже в построенных домах в микрорайоне «Звездный», либо собственникам предоставляется выплата, исходя из оценочной стоимости, на которой человек может самостоятельно приобрести любое другое жилое помещение, которое ему нужно. Мы на сегодняшний день получили возможность застраивать уже 2 и 17 квартала жильем, поэтому мы будем идти сейчас достаточно такими быстрыми темпами. У нас уже расселено 11 домов, и 17 домов еще будет к ним дополнительно расселено в этом году. Итого 28. На месте этих домов, естественно, у нас начинается строительство цикла 25, 26, 27
годы. Ну и дальше мы пойдем уже такими более устойчивыми темпами. Параллельно с жилыми домами будет создаваться современная инфраструктура – дороги, инженерные сети, школы, детские сады и поликлиники. Строительство детского сада на 240 мест и многофункционального спортивного комплекса завершится до конца этого года. На сегодняшний день мы имеем стройготовность чуть более 10%. Мы завершили, наша подрядная организация завершила работы по подготовке основания, по устройству системы охлаждения. И сейчас приступила уже к основным работам. Это фундаментная плита, на которой у нас будет стоять спортивный комплекс. Строительство нового микрорайона полностью планируется завершить в 2030 году. Вместо деревянного квартала появится комфортная городская среда, обеспеченная всеми удобствами. Камила Михайлова, Станислав Потапов, Якутск. На этот год в план социальной газификации включено 48 домовладений на территории Мирнинского района, что станет значительным шагом к улучшению качества жизни местных жителей. Работы проводятся силами подрядной организации, которая зарекомендовала себя как надежный партнер реализации подобных проектов. На сегодня монтаж газопроводов активно ведется в микрорайоне Заречный и на Верхнем поселке, где осуществляется установка магистрали. Эти работы включают в себя прокладку трубопроводов, установку газовых счетчиков и подключение домовладений к центральной газовой сети. По Мирнинскому району было заключено более 170 договоров. На сегодняшний день газ подан в 97 частных домовладений. На сегодняшний день мирнинцы видят, что все-таки газовые сети активно развиваются. Вы видите строительство магистральных трубопроводов газоснабжения по улице шоссе Кирова. Это чтобы газифицировать в дальнейшем микрорайон Верхний в городе Мирном. Пешеходная зона длиной в 350 метров появится в Удачном. Реализация проекта местных властей по благоустройству тротуара началась. 5 человек выполняют работы в городе. Работники подрядной организации завершили этап вертикальной планировки. Впереди установка бортовых камней и заливка бетоном. Планирует поставить также лавочки и урны. Благоустройству пешеходной зоны поспособствовал и проект «Народный актив». Провели в рамках 44-го федерального закона торги, по итогам которого был определен подрядчик в лице ИП Оганесян Араик Вачиганович. Цена контракта составила более 7 миллионов. На сегодняшний день у нас выполнен демонтаж старого покрытия, которое уже было разрушено и деформировано. За текущее лето более 130 якутян обратились в травмпункт после неудачной езды на электросамокате. Они получили различные повреждения, начиная от ушибов мягких тканей и заканчивая травмами позвоночника. О таящихся опасностях использования электросамокатов и правилах передвижения на них расскажет Анастасия Пуляева. Несмотря на большое количество обращений в травмпункт, количество зарегистрированных ДТП с участием водителей электросамокатов невелико. Так, в этом сезоне сотрудники госавтоинспекции зафиксировали всего 3 происшествия. К 13 июня водителем автомобиля Toyota Vitz был совершен наезд на подростка, который двигался в жилой зоне на самокате. Затем 20 июня на перекрестке улиц Курашова-Лермонтова водителем автомобиля Toyota Highlander совершен наезд на человека, который переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После наезда лицо, передвигавшееся на самокате, скрылся с места ДТП. И 9 июля 37-летний пользователь электросамоката, двигаясь по проезжей части, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Toyota Yaris Cross. Жители города продолжают относиться к средствам индивидуальной мобильности по-разному. Кто-то отмечает удобство и практичность, а кто-то выражает беспокойство касательно безопасности. Они так быстро ездят, и пожилых чуть не сбивают уже. Особенно школьники, молодежь. Я опасаюсь. Не знаю, никак. Ходят и ходят. Во-первых, на пробках не стоишь, ни от кого не зависишь. Она, во-вторых, электрическая. Одни плюсы только пока вижу, минусов вообще не вижу. Ну, опасненько как будто бы. Хорошие средства передвижения. Если были бы еще специальные тротуары, чтобы вместе с людьми не передвигались по улицам. За соблюдением правил безопасности при использовании электросамокатов следят и сами агрегаторы. При получении фото и видеофиксации нарушений компания накладывает штрафы или блокирует аккаунт пользователя. Что же касается штрафов, установленных ПДД, то они могут достигать суммы в 5000 рублей. С начала года инспекторы составили более 70 протоколов.
Лица, использующие для передвижения средств индивидуальной мобильности, они не должны создавать помехи пешеходам. Если там большое количество людей, то они должны спешиться и переходить по тротуарам, велодорожкам, да, в качестве пешеходов. Также при переходе дороги они должны спешиваться и перейти дорогу в качестве пешехода. У них должна быть защита, то есть это шлем, налокотники, наколенники, чтобы в случае падения не получить травмы. Также запрещается управлять в состоянии алкогольного опьянения и на одном электросамокате. Если не предусмотрена конструкция, должен передвигаться только один человек. Представители компании-агрегаторов прогнозируют, что прокат средств индивидуальной мобильности продлится до конца сентября. Сотрудники госавтоинспекции надеются на осознанность водителей электросамокатов, чтобы сезон завершился без новых происшествий. Анастасия Пуляева, Диустан Иннокентьев, Якутск. В Якутии разработали методические рекомендации органам местного самоуправления по организации мероприятий в области адаптации к изменениям климата. Они направлены на минимизацию рисков, связанных с экстремальными природными явлениями и изменениями погодных условий. Согласно последним научным исследованиям, в республике выявлено 23 вида климатических рисков. Для наиболее распространенных, таких как наводнение, деградация многолетней мерзлоты, лесные пожары и аномальная жара с засухой, в плане адаптации к изменениям климата учтены мероприятия по их минимизации. С заботой о популяции краснокнижных рыб сотрудники компании «Полиметалл» совместно с представителями ведомства Главрыбвод выпустили в реку Лену мальков сибирского осетра. Работу по зарыблению рек компания ведет не первый год. Подробности в следующем сюжете. На берегу реки Лена у поселка Улахан-Ан проходит самый крупный за последние 5 лет осетровый выпускной. Эти мальки – надежда на возрождение легенды северных рек. Сибирского осетра называют еще царь рыбой. Не только в Якутии, но и в России он является исчезающим краснокнижным видом. Динамика есть. Начали с 2018 года. Это были небольшие объемы, набирались опыта, наращивали производство, и сегодня уже, можно сказать, мы вышли на порядка 610 тысяч. Вот в этом году мы должны выпустить подрощенной молоди в реку Лена. За каждым крошечным мальком больше месяца кропотливого труда рыбоводов. Кормление каждые 2 часа, день и ночь. Сначала деликатесы из рачков Артемий, потом искусственная подкормка строго по науке. Дозировка с 1%, ежедневная чистка бассейнов. Эта работа больше похожа на искусство выращивания жизни. Оплодотворенная икра преодолела путь 700 километров за 16 часов. Мы закладываем в аппараты вейса 8-литровые эти колбы аппарата вейса. И там мы загрузили икру для инкубации. Она проходит примерно инкубацию 5-7 дней. Осетр – рыба донная, его инстинкты сильнее инкубатора. Едва коснувшись родной стихии, крошечные осетры устремляются в глубину. В естественной среде они могут жить до 60 лет. За это время осетр может вырасти до гигантских 3 метров и набрать вес до 200 килограммов. Для нас зарыбление – это не просто соблюдение законодательных требований, а осознанный вклад в будущее Якутии. Мы стремимся не просто сохранить, но и приумножить водное биоразнообразие Лены и Вилюя для следующих поколений. И по сути получается, каждый выпуск малька – это шаг к восстановлению баланса хрупких северных экосистем. Многолетняя программа «Полиметалла» по участию в зарыблении основана на передовой науке и партнерстве со специалистами по рыболовству и сохранению водных биоресурсов. Это пример того, как промышленное развитие и забота о первозданной природе Севера идут рука об руку. Власий Сергеев, Камила Михайлова, Илья Сыромятников, Хангаласский Улус. Герой России Алексей Петров, получивший тяжелые ранения в ходе боевых действий на Украине, проходит курс реабилитации в Республиканском реабилитационном центре. В боях с украинскими нацистами он получил тяжелые ранения обеих ног, перенес сложную операцию и длительное лечение в госпиталях. Сейчас Алексей учится ходить на протезах. 18-дневный курс реабилитации включает в себя различные виды медицинской и социальной помощи, массаж, магнитотерапию, лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику. Во время реабилитации Алексея поддерживает его сестра. При этом, несмотря на полученные ранения, Алексей Петров строит планы на будущее. Он поступил на заочное отделение и мечтает стать фермером. Больше недели здесь. Ну, через 2 недели или как выпишут. И потом буду ходить. Это реабилитация. После этого еще на реабилитацию, на протезирование должен. Я все равно буду ходить.
Дальше будет сельское хозяйство. Улусы дали 23 лошадей. Ну и еще обещали базу делать. Якутия передала гуманитарную помощь жителям Курской области. Якутяне собрали около 8 тонн продуктов длительного хранения, медикаментов, средств личной гигиены, бытовой техники и хозяйственных товаров. Пункты сбора гуманитарной помощи работали по всей республике, в муниципалитетах, администрациях, штабах волонтерских движений. Доставка гуманитарного груза осуществлена силами компании «Аям Транссервис», которая взяла на себя транспортные расходы. На Курской земле якутскую делегацию встретил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Геннадий Бабаскин. Якутяне посетили Знаменский кафедральный собор, где почтили память жертв среди мирного населения региона. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи своих земляков, якутян. Победа будет за нами, она уже близка. И я хочу, пользуясь случаем, выразить свою солидарность от имени всех якутян с жителями Курщины. Мы рядом, мы вместе, мы чувствуем плечо друг друга, и поэтому мы победим. Активный отдых юных патриотов. В Якутске завершилась смена «Звезда». В ее программу вошли спортивные состязания, обучение основам туризма, стрелковой подготовки, управлению беспилотным летательным аппаратом и киберспорту. Подробности у Степана Черненко. Да. Это дело. В семидневной программе спортивно-патриотической смены приняли участие специалисты Следственного комитета, Министерства чрезвычайных ситуаций и службы спасения. Они организовали не только активность на свежем воздухе, но и обучили ребят важным навыкам. Служба спасения у нас проводила 2 занятия. Первое – это у нас искусственный массаж сердца. Второе занятие у нас шло именно канатная переправа. И буквально вчера служба спасения у нас проводила станцию игровую, да, где дети экзаменовались на оказание первой помощи пострадавшему. Полученные навыки и знания ребята применили в главном событии смены – игре «Зорница». В борьбе за звание победителей участники состязались в спортивных этапах, таких как захват флага и тропа испытаний. Также они выявили лучших в военно-прикладных дисциплинах. Очень много разных игр было, да, и спортивных, и военных, в том числе занимаясь неполной сборкой автоматов, минное поле, значит, искали ребята щупами и металлоискателем мины, типа противотанковые, противопехотные, были стрельбы с пневматической винтовки. В общем, насыщенно очень было, мощно. Спортивно-патриотическая смена собрала 60 ребят из разных районов республики. Их азарт, вовлеченность в общее дело еще раз доказала то, что подобные смены очень важны для подрастающего поколения. Ведь они за эти 7 дней обрели новые знакомства и полезные навыки. Степан Черненко, Илья Сыромятников, Якутск. Итальянский турист в одиночку приехал в Якутию, чтобы насладиться красотами земли Улан-Хо. У Пьера Паула большая симпатия к России. Хочет он для себя открыть и посетить собственными глазами, увидеть русское общество. Признается, в Европе почти ничего не знает про русское общество и менталитет. Он хочет посмотреть, правда ли на самом деле то, что говорят в Европе о России. Ну а свой приезд в республику объясняет тем, что Якутия находится далеко от границ. Ее климат и тем, что она неизведана европейскими туристами. Якутия – это необычное место. Мне кажется, любой, кто сюда приехал, хочет все изучить, вдохновиться, исследовать, любопытство, что и случилось со мной. У меня был маршрут по реке Лене, вплоть до Ленских столбов. Это невероятное место. Место, которое невозможно описать. Я думаю, что нужно сделать еще больше рекламы этой республики. Я хочу еще увидеть 2 якутских города. Это Вилюйск и Мирный. В Доме дружбы народов имени Кулаковского состоялась литературно-музыкальная гостиная Содружества МУЗ. Вечер дал возможность самостоятельным поэтам, исполнителям авторских песен познакомиться со своим творчеством слушателей и ценителей прекрасного. В этот вечер никто не остался в стороне. Всем участникам мероприятия, организаторами было предложено сочинить четверостишье на тему «Лето». Лучшие авторы получили свои призы. И мы очень рады, что у нас сложилась такая постоянная группа зрителей, которая очень активно и с душой всегда приходит к нам на мероприятия. И мы, конечно же,
проводим все эти мероприятия с отдачей для того, чтобы наш зритель оставался довольный, что-то познал, что-то для себя увидел новое, интересное. Написать красивый пейзаж или портрет, изобразить букет цветов. Этому и многому другому можно научиться на завтраке с художником в Нерингре. Мероприятие предназначено для горожан разного возраста и уровня подготовки. Посещать их можно бесплатно. Тему продолжит Екатерина Павлова. Этим летом каждое утро четверга, независимо от погоды, заинтересованные нерингринцы спешат на завтрак с художником. Организатором увлекательного досуга стал городской парк. Именно здесь происходит погружение в мир творчества и вдохновения. Завтрак с художником посещают люди абсолютно разного возраста. У нас приходили мамы, дети спали в колясочках, потом рисовали. Это примерно до 2 лет. А самый взрослый участник у нас был 87 лет, была женщина у нас в гостях. Очень часто люди думают, что они не умеют рисовать, не умеют что-то делать. А на самом деле нужно выключить вот этого внутреннего критика, взять краски и просто рисовать для удовольствия и, что называется, кайфануть. Сегодня на завтрак с художником пришли не только все желающие нерингринцы, но и организованная группа из реабилитационного центра «Тускул». Сегодня на нашем мероприятии присутствуют как и воспитанники центра из семей трудной жизненной ситуации, так и несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой. Всего общее количество около 15 человек. Соответственно, здесь есть как и родители, так и замещающие семьи. Мероприятие нашим детям, конечно, нравится. Особенно данное мероприятие в парке, в таком пространстве, где чистый воздух, зелено, свежо. Юные творцы под руководством опытных художников рисуют самые разные картины, отпуская фантазию в полет. Я тоже. Я хочу нарисовать свою маму и еще сердечко. Я уже придумала природу. Я буду рисовать граффити. Рисовать маму. Такие завтраки с художником не только украшают досуг, но и служат своего рода арт-терапией, способом восстановить эмоциональное равновесие с помощью кисти и карандаша. Визуализировать мечты, выплеснуть на бумагу сильные эмоции, положительные или отрицательные, а еще, возможно, раскрыть в себе спящий талант или найти новое хобби. Проверить это можно на завтраке с художником каждый четверг. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингре. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.